Уполномоченная по правам человека в Республике Абхазия Анна Скишмария отметила, что за последние 3 года аппарат уполномоченного фиксирует устойчивый рост числа обращений. Если в 2024 году был зафиксирован высокий спрос на правовую помощь, то в 2025 динамика только усилилась. По словам Анны Скишмария, только за первые месяцы текущего года отработано уже более 90 заявлений, и это число продолжает расти. Стоит отметить, что права человека – это фундамент любого суверенного государства, демократичного государства. И появление такого института в нашем молодом государстве – это серьезный шаг и вызов. То есть общество готово слышать правду. И для себя я, вступая в эту должность, обрисовала такой, знаете, среднесрочный план перспективный того, что мы должны сделать. В качестве главных принципов, с которыми я начинала, да, это вот несколько таких основных тезисов. Первое – это налаживание взаимодействия с государствами, с институтами этих государств, дружественных Абхазии. Первое, что я сделала, это наладила взаимодействие с федеральным уполномоченным Российской Федерации. До этого у нас был меморандум о взаимодействии с Приднестровской Молдавской Республикой. Сейчас мы расширяем горизонты наших возможностей. Мы сотрудничаем как с федеральным уполномоченным по правам человека Российской Федерации, так и с региональными. Это нам дает возможность не просто оказывать посильную помощь гражданам, как на территории Республики Абхазия, так и за пределами, но и возможность участия во второй, не менее важной части нашей деятельности, это информационно-просветительская деятельность. То есть Республика Абхазия наравне с десятком других стран принимает ежегодное участие в мероприятиях, проводимых в городе Москве под эгидой федерального уполномоченного. Это и Евразийский альянс омбудсменов, где Абхазия является наблюдателем, так как не входит в их состав, и научно-практическая конференция. Последний год, в 2025 году, участие принимали более 60 стран. В этом году аппарат уполномоченного делает особый акцент на 3 наиболее острых направлениях. Первое – оказание психиатрической помощи. Второе – положение дел в исправительных учреждениях республики. Здесь омбудсмен постоянно проводит мониторинги, контролирует ситуацию и направляет подробный отчет с пошаговыми рекомендациями главе государства, а также в исполнительную и законодательную ветви власти. И третье, пожалуй, самое резонансное – тема семейно-бытового насилия. Как подчеркнула Анна Скишмария, она остается актуальной уже 2-й год подряд. В 2024 году по этой проблеме была проведена научно-практическая конференция, а сейчас подготовлен профильный законопроект. Его принятие, по мнению омбудсмена, могло бы стать системным шагом в решении проблемы, которая долгие годы остается в тени. К сожалению, тема семейно-бытового насилия в нашем обществе, она воспринимается неадекватно. Кто-то, кто хорошо знает эту проблематику, естественно, ратует за принятие закона. Есть люди, которые про нее никогда не слышали, и слава богу, но, к сожалению, их неинформированность не является причиной, почему мы эту тему не должны поднимать. Сложности с законом, потому что вызывает много противодействия. Мы попробовали пойти по пути меньшего сопротивления и в уже действующее законодательство вписали поправки, которые помогли бы нам здесь, на земле, помогать людям, потому что закон – это очень долго, это очень сложно, а помощь человеку нужна здесь и сейчас. И действительно законных механизмов у нас не оказывается. Но в любом случае мы созрели до принятия закона, мы предложили парламенту эти поправки, которые до этого предлагались и которые нашли отклик, оформить в виде отдельного закона, потому что, что такое закон? Мало кто имеет доступ к консультанту. Это программа, которая позволяет следить за новшествами законодательства, которые существуют у нас в стране. И такой доступ искать трудно. Это и нужно либо иметь специальную программу, или знать, что такой закон есть, подзаконные акты появились. Но это усложняет работу. Все-таки мне бы хотелось, чтобы это был отдельный закон в том виде, в котором мы обсуждали в парламенте. Я очень надеюсь, что мы получим отклик от парламентариев. Чтобы сделать помощь доступнее, команда омбудсмена провела масштабную информационную кампанию, встречи с руководителями администрации, сотрудниками опеки, депутатами собраний и прокурорами в каждом районе. Как отметила Кишмария, мы стараемся сопровождать человека в любой ситуации, даже если наши полномочия ограничены. Механизм отрабатывается до конца. Вообще нужно понимать, что уполномоченный по правам человека – это не тот, кто решает личные разногласия между людьми. Это человек, который стоит между человеком и государством. То есть для того, чтобы обратиться к уполномоченному, вас, простите за слово, должно быть государство.
А здесь вопрос стоит о личных взаимоотношениях, это семейный кодекс, и это немножечко не всегда наш формат оказания помощи. Но так как человеку обратиться больше некуда, я на себя взяла такую ответственность помогать таким людям. Вчера был юбилей у яркого политического деятеля Абхазии Бориса Викторовича Адлиба, и мне на глаза попалась его цитата, да: «Если ты не можешь помочь человеку, должен сделать так, чтобы он ушел от тебя довольный». Это вот прям лозунг нашей организации, потому что человек, обратившийся к нам, знает точно, что если мы не сможем взять в оборот его дело, это не значит, что мы оставим его без решения. Один из самых громких вопросов касался недавней ситуации в одном из детских садов Сухума. Прокуратура уже начала проверку по факту возможного применения насилия к детям. Уполномоченная подтвердила, что к частным учреждениям, особенно к организациям досуга, традиционно накапливается много претензий. Основная проблема – несоответствие нормативным требованиям. Однако в республике, к сожалению, не хватает мест в муниципальных садах, и родители вынуждены отдавать детей в частные руки, где условия зачастую оставляют желать лучшего. Что касается частных учреждений, как я понимаю, это вопрос частного учреждения, к ним всегда много вопросов по организации досуга детей, по требованиям нормативным, по состоянию здоровья сотрудников этих учреждений. Действительно, это большая проблема, но, к сожалению, Республика Абхазия не обладает достаточным количеством детских садов для того, чтобы размещать туда детей, и родители вынуждены отдавать детей частно за большие деньги. Поэтому ситуация очень неприятная. Я надеюсь, что в ближайшее время прокуратура даст нам адекватный ответ, что же имело там место быть, потому что, зачастую, естественно, дети – это непоседы и могут получить травмы в самых неожиданных местах, но я считаю, что в такие ситуации всегда лучше промониторить, проверить и убедиться в том, что это был ложный вызов, чем проигнорировать. Подводя итог встречи, Анна Скишмари отметила, несмотря на ограниченные ресурсы и сложные правовые коллизии, аппарат продолжает работать над каждым сигналом, чтобы восстановить справедливость и доверие граждан к институтам власти. Алиса Адлиева, Сестракуа Гухава, Абаза ТВ.